Просил себе суда присяжных. Японская сборная уедет из Казани с еще одной золотой медалью, которую делегации передал татарстанский легкоатлет Тайдар Гилязов. Принадлежит награда спортсменке из азиатской страны, и завоевала она ее еще в Белгороде 4 года назад. Как слиток оказался в Татарстане? В репортаже наших коллег. Я начал хвастаться медалью своими подарками. И в одном из потайных карманов этого рюкзака японского я достаю вот эту золотую медаль универсиады. Это золотая медаль – напоминание об универсиаде 4-летней давности. Тогда, в 2009-м, она досталась легкоатлету Айдару Гилязову по случайности. Он был участником игр в Белграде. У спортсменов есть негласная традиция – обмениваться после состязания экипировкой. Свою футболку с российским триколором отдал легкоатлетке из Японии Касуми Нишихара. Победительница в беге с препятствиями вручила в ответ ему свой рюкзак. Он оказался с секретом. Вернуть медаль хозяйке оказалось непросто. В японской сборной было всего 2 медали, то есть золотого достоинства. То есть это, по-моему, по спортивной гимнастике и по легкой атлетике. Вот одна из них, вот она сейчас находится у меня в руках. Вот. Когда я это увидел, я прям, у меня не было слов, я сразу попытался связаться со всеми федерациями японского спорта, но никаких ответов в тот момент, в 2009 году, не было. Не дождавшись ответа, российский спортсмен решил лично вернуть золотую медаль. 4 года он хранил трофей и специально приехал в Казань на универсиаду. Здесь во время соревнований по легкой атлетике и передал награду делегации Японии. Вам передать, чтобы вы ее передали той спортсменке и сказали то, что попросили меня извинения за Мы очень горды этим поступком и рады, что медаль вернется в Японию. Ее хозяйка ждала этого все 4 года. В столицу Татарстана Касуми Нишихара не приехала из-за травмы. По той же причине на универсиаду не попал и Айдар Гилязов. Тем не менее, он надеется, что в корейском Кванджу в 2015-м они еще раз встретятся, и домой россиянин отвезет уже свою высшую награду. 351 медаль разыгрывается на универсиаде, но из Казани уедет ровно на 1 золото больше. 4 года спустя медаль высшего достоинства найдет своего правообладателя в Японии. Вот такая голливудская история с голливудским же хэппи-эндом, случившаяся в реальной жизни. Екатерина Сударева, Евгений Евневич, Айгуль Яблонская и Адель Миндубаев. Вести, Татарстан.